Доброго дня! Приветствуем вас на обзоре Kubota GL241. Как видим, даже еще не успели оттереть аукционные все надписи. Номер рамы непосредственно у нас здесь на капоте указан. Соответственно, краска родная, все как пришло из Японии, вообще ничего не менялось здесь. Видно, что сохран очень хороший. Передние шины. Остаток процентов, наверное, 70, хочется сказать. Задняя получше, вообще без нареканий как таковых. Еще не успела рассохнуться, поэтому здесь все целенько, хорошо. Ездить будет очень долго. Видим трехточку с быстросъемом фреза у нас здесь, естественно, где-то регулировки горизонтального наклона. Здесь все по максимуму у нас по навесному устройству. Также есть крепление для козырька, соответственно, рама уже здесь. Смотрим по ножам. По ножам остатки прямо очень и очень хорошие. Работать будут они еще очень долго. Я думаю, что на пару сезонов при обработке множества, скажем так, грядок хватит. 1,5-метровая фреза. Сейчас будем еще проверять гидронаклон, все ли работает, все ли хорошо. Задняя правая шина также в отличном состоянии, как и левая. Передняя правая. Остаток даже побольше, чем слева. Не знаю, с чем связано, но тем не менее остаток больше. По правой стороне также тракторок весь целый, все хорошо. Фары, естественно, мордочка на вес золота, скажем так, также цела. Пульт управления навесным устройством Monromatic в наличии. Регулировка положения фрезы в наличии. Здесь у нас есть также автоторможение и быстрый разворот. Естественно, блокировочка заднего моста здесь также есть. По коробке 4 положения на пониженных, повышенных, собственно, рядах и 4 положения основной коробки переключения передач. Все стандартно. Из приятного также есть у нас здесь 4 передачи вперед, 1 назад на валу отбора мощности. Соответственно, в любую из удобных вам сторон можно запустить вращение. Реверс в наличии. Также четко включается, никаких вопросов не вызывает. Давайте запускать. — 462 часа наработки, сейчас 463, наверное, через 5 минуточек уже щелкнет. Отсюда, соответственно, и состояние трактора. Даже руль, смотрите, эмблемка, как симпатично бликует на солнце. Не знаю, видно ли на камере, но обычно такого у нас редко заметишь. Традиционный КамАЗ приветствует также наших зрителей и подписчиков. Всегда с нами на любых обзорах. Что ж, поедем потихонечку, мини-тест-драйв. Хочется, естественно, заметить удобство управления с гидроусилителем руля. Делать ничего не нужно, спокойненько, одной рукой с камерой в руке можно передвигаться на такой технике. Напомню, что в наличии у нас здесь также фреза. Чуть не забыл, обещал проверить работу гидронаклона. Все без проблем, четко функционирует. Конечно, фреза опускается, поднимается. Очень оперативно, кстати, это происходит. Соответственно, гидравлический насос в хорошем состоянии. 462 часа, удивляться абсолютно нечему. Трактор очень хорош. Руль даже мягкий еще. Соответственно, в компании Progress Auto будем рады найти для данного тракторца нового владельца, которому трактор будет служить верой и правдой еще долгие годы, и я думаю, что не подведет совсем никогда. Поэтому компания Progress Auto, Kubota GL241, приезжайте. Всего доброго.